Добрый день, дорогие зрители, дорогие слушатели. Надо сказать, что вопрос этот начался уже достаточно давно, и истоки его уходят еще в конец 90-х годов, когда только что образовался Институт истории, и один из самых интересных и больших проектов, который делал этот институт, это было подготовленное издание «Татары» в серии «Народы и культуры». Вот это первое издание. Оно было практически четвертым после славянских народов Восточной Европы и во многом заложило новую традицию. Дело в том, что предыдущие тома, они не имели многих элементов. В частности, если мы посмотрим на первый том «Русские», который очень не любят этнографы, во-первых, в нем всей этнической истории и становления русской нации уделено 1,5 страницы ровно. И, во-вторых, вся этническая история русского населения заканчивается на рубеже 19-20 веков. То есть никакой новейшей истории нет. То есть это типично этнографический том в русле тех томов, которые писались еще в 50-е годы, так называемые «Народы мира». Вот том «Татары» заложил новую традицию, где в этих томах появился большой раздел по этнической истории, про современную историю. И во многом этот том был во многих отношениях новаторских, даже по отношению к тем томам, которые писались и описывали татар до этого. Например, классические труды Воробьева или те же труды в народах мира, в томе, который был посвящен народам Волго-Уральского региона. Здесь появилась религия, здесь появилась современная история, и здесь был дан новый современный взгляд на этническую историю татарского народа. Мы делали с Дамиром Мавлевичем этот материал в сжатые сроки, но к этому времени у нас был накоплен и осмыслен значительный материал, поэтому нам как-то легко в течение месяца удалось собрать, потому что том был готов, а вот этот раздел вызывал наибольшие вопросы, критики и редакторы не пропускали тот материал, который был написан до этого. Считалось, что он не подходит по научным критериям. Нам удалось написать текст, который оказался не только воспринят критиками, причем нас довольно серьезно рецензировали не только в Институте этнологии и антропологии РАН, но еще были специально Валерием Александровичем Тишковым выбраны несколько человек, которые писали рецензию, так сказать, для внутреннего потребления, и у них тоже не нашлось серьезных возражений ни против концепции, ни против фактологической стороны. Там были некоторые терминологические споры, касающиеся названий, например, таких понятий, как народность там, и так далее. Но в целом по концептуальным вопросам никаких замечаний не было. После этого те наработки, которые были сделаны в этом томе, и вот особенно в этой концептуальной исторической части, они легли в основу, во-первых, тех материалов, которые были позже реализованы в татарском энциклопедическом словаре и потом в татарской энциклопедии. И материал «Татары» в этой энциклопедии, он написан как раз вот с этих самых методологических позиций. Внезапно Институт истории решил и дальше поэксплуатировать эту богатую тему и издать второе издание этого труда. Как видим, они отличаются толщиной и, собственно говоря, текстуально тоже отличаются. В чем самые серьезные отличия? Когда готовился этот том,
Так оказалось, что я уже не работал в Институте истории, поскольку вместе с отделом перешел в Институт археологии. А Дамир Мавлевич попал в некую идеологическую и политическую немилость у дирекции института. И, собственно, второе издание и задумывалось для того, чтобы изгнать бесов, значит, из татарской истории. Понятно, что он готовился, и первоначальный, очевидно, текст был готов без наших материалов. Когда этот материал был представлен в Институт этнологии и антропологии, то там, конечно, сразу стали видны прорехи, которые проистекают из-за того, что не было ключевых материалов. Когда нас исключили, это не вызвало, допустим, у меня никаких возражений, никаких, вызвало только понимание того, что Институт истории желает сделать что-то свое, и мы не должны здесь никак присутствовать, поскольку все, что делается в отношении татарской истории с недавнего времени в Институте истории, это просто искажение и попытка реванша, и попытка и в силу своего понимания или непонимания истории татарского народа как-то ее сократить, извратить и спрямить. Но в один прекрасный момент так получилось, что Дамир Валерьевич как-то попал на обсуждение этих материалов и высказал свое недовольство и высказал весьма обоснованные сомнения в том, что этот том будет научным. И вот тут начинается самое интересное. Наш ключевой материал, он не был включен. Хотя встал вопрос о том, что надо как-то написать и древнюю историю, и, может быть, включить какие-то параграфы из нашего труда, которые вошли в том «Татары». В ответ на это я написал большое письмо, официальное письмо, в дирекцию Института этнографии и антропологии РАН, в котором отказывался участвовать в этом проекте. Дирекция института получила, и директор института мне ответила, что она понимает мою озабоченность, что ни в коей мере не хочет никакого скандала, и тем более нарушения авторских прав, и передает этот материал Валерию Александровичу Тишкову, который должен был эту ситуацию разрулить. Это было, подчеркиваю, год назад. Ну, понятное дело, что за это время никто со мной не связывался, никто мне не отвечал. И только на презентации я увидел этот том и узнал, что как мой материал был искажен и обезображен. Вот, чтобы было понятно, я могу показать, собственно говоря, оглавление, из которого и будет понятно, о чем идет речь. Вот это оглавление написано «Этнополитическая история татар». И вот как этот материал выглядел в оригинале. Как мы видим, различия касаются того, что здесь есть специальный материал, который касается основной теории этногенеза и важнейший этап этнической истории. Ничего этого в этом томе нет. Более того, значит, мы вместе с Дамиром Валерьевичем писали этническую и политическую историю татар целиком, вплоть до становления нации. И, собственно, трактуя вопросы становления нации. Здесь ничего этого нет. Получается, что том, который прокламировался как тот, что продолжает, развивает традиции, во-первых, первого издания, а во-вторых, нужда в его новой редакции появилась после того, как были написаны труды по истории татар, в частности, вот семитомник истории татар. Это, как мы видим, несомненное
лживое утверждение, потому что концепция, которая заложена в этом томе, в этом издании «Татар», она полностью противоречит не только первому изданию, но и семитомнику истории татар, где все очень четко, я считаю, вполне с точки зрения современной науки, изложена этническая история татарского народа. Здесь ничего этого нет. У любого читателя вообще возникнет законным образом когнитивный диссонанс. Если он возьмет, прочитает этот том и вот этот, он не поймет, а как же вообще, как трансформировалось вдруг за эти 15 лет представление о татарской истории. Здесь есть четкая концепция, есть последовательное изложение и есть концептуальное обоснование. А здесь же мы возвращаемся к временам даже до 70-х годов, когда вообще нет у нас никакой этнической истории. По крайней мере, из этого тома никак она не вытекает. В этом томе, если мы посмотрим даже на оглавление, то увидим, что даже как называются главы: образование Улус-Узучи, Золотая Орда, Татарский мир, распад Золотой Орды, Крымское ханство, Казанское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда. А где же этническая история? Это ведь том посвящен этнической истории татарского народа. Некой заменой вот концептуальной основы, очевидно, она в глазах авторов и редакторов этого тома так и подразумевалась. Это некое предвведение директора Института истории господина Хакимова, который называется «Этноним татар». Научная новизна этого раздела стремится к нулю. То, что в нем правильно, это далеко не ново, это уже было написано и в этом томе, и во множестве других работ. А то, что ново, отнюдь не научно. Какова концепция вообще тех трудов, которые в последнее время во множестве в интернете рассыпает Рафаэль Сибгатович? Главный тезис – это что все мы произошли, все народы тюркской группы произошли от хунну, и с разной степенью скорости все переселялись в Восточную Европу. А некоторые вообще жили там достаточно давно. Даже не важно, как эти народы назывались, потому что все они, в конце концов, единая семья, что, значит, булгары, что татары, что кипчаки. Все они смешались тут, и никаких противоречий у них не возникало. В других трудах он более откровенно пишет, что еще со времен скифов, очевидно, здесь проживали тюркские племена. Вот тем самым круг замкнулся. В свое время, когда только образовывался Институт истории, главным камнем преткновения была не борьба булгаристов и татаристов, а была борьба за новую научную концепцию истории татарского народа, где будет четко разъяснено, как возникают народы, как они развиваются, какие процессы при этом происходят и какие предопределяют становление тех или иных этнополитических, этносоциальных групп и современных наций. Группа филологов, историков, которую олицетворял Мирфатых Закиев, директор тогдашнего института ИАЛИ, он считал, что все эти вопросы очень просты. Татары и тюрки всегда жили на своей исконной территории, чуть ли не с эпохи палеолита, и древние, значит, неандертальцы чуть ли не говорили на татарском языке. Поскольку ненаучность и ложность этого понимания истории исторических процессов была ясна, то понятное дело, что под ударами критиков, под ударами современной методологии все эти концепции развалились. Но надо сказать, что их
восходят они в конечном итоге, как это не покажется удивительным и странным, к трудам академика Марра, ну, который вообще говорил о том, что языки переживают разные стадии, то есть и народы, коллективы людей, сообщества, они язык меняют как перчатки. Вот сменился общественный строй, и появился новый язык, непонятно как. И вот эти основания послужили возникновению теории автохтонного происхождения всех народов мира. Фактически миграции не только не приветствовались, они вообще отвергались в научном плане. И поэтому понятно, что здесь вот как раз теории Закиева, они произрастают из, собственно, вот этих марийских и лингвистических гипотез, которые были, конечно же, отвергнуты уже в 1953 году. И современная наука это считает как такой историографический факт, который не имеет отношения к современной научной картине мира. Если мы почитаем труд, статью Хакимова, то увидим, что он ссылается на труды академика Малова, который писал в марийские времена и, конечно же, также придерживался этой концепции автохтонного происхождения тюркских народов. И он там прямо пишет, что тюркские народы, несомненно, жили в Волго-Уральском регионе еще до IV века нашей эры, то есть до гунские времена. Ну, понятно, что Малов вынужден был писать, если он хотел, чтобы эта книга была издана в Академии наук, и он сам академик, языковед, чтобы не нарваться на обвинения в антинаучности, в антимаризме, он вынужден был такой писать. Но как современный директор Института истории эти самые теории собирается проталкивает жизнь, и более того, пишет в ключевом труде, который должен определять развитие не только науки в Татарстане, но и влиять на современную татарскую нацию, на ее идентификацию, на становление научной картины мира и пониманию этнических процессов. Есть и целый ряд других моментов, которые показывают, что труд не только плохо выстроен концептуально, но даже не отредактирован. Например, в заключении своего очерка Хакимов пишет, что татарский народ, несомненно, сформировался в средние века как единая этническая общность. Но дальше мы смотрим очерки, которые посвящены Золотой Орде и татарским ханствам, и там прямо сказано, что татарский народ, как единая общность, не сформировались. То есть получается, что даже в одном томе редактора не смогли привести к единому знаменателю, к единой концепции разрозненной труды. И получилось, что хотя этот том прокламируется как единое целое, как какое-то новое слово, на самом деле это несет только отрицательный заряд. Он лишает татар научной картины мира, он лишает представлений об этнических корнях и мешает дальнейшему развитию исторической науки. Парадокс, но это, к сожалению, факт.